Добрый день, участники, гости, организаторы 20-го республиканского фестиваля «Играй, гармонь, живи, частушка». Наш фестиваль вот уже прожил 20 лет. Конечно, это долгое время. Мы проводили эти фестивали на всех наших ямщицких станциях Хангаласского района. И сегодня мы находимся на Синской почтовой станции. Здесь фестиваль проводится третий раз. Третий раз, и все это время 20-летия. Ну, в фестивале всегда было много участников, и сегодня очень отрадно, что приехали многие. Может быть, мы соскучились друг по другу из-за того, что были ограничения. Мы 2 года фестиваль не могли провести из-за пандемии. И в этом году все соскучились, все красивые, почти все в новых костюмах. Очень приятно. Но все-таки мы фестиваль сегодня начинаем с разговора. С разговора о том, как мы дальше будем развивать фестиваль, как мы дальше будем развивать нашу ямщицкую культуру, которая очень для всех, они говорят, все говорят, что у нас уникальная ямщицкая культура, потому что уникальность ее в том, что именно в Якутии сохранились старинные русские песни, сохранились люди, которые потомки государевых ямщиков. Когда мы были в Крыму, когда мы выступали в Нижнем Новгороде, нас на все фестивали ставили первыми и прямо представляли нас. К нам приехали потомки ямщиков из Якутии. И знаете, настолько это было волнительно, насколько это было приятно. Ну, конечно, нашу дискуссионную площадку сегодня начинает идейный вдохновитель нашего фестиваля, наш дорогой, любимый Анатолий Анатольевич Добрянцев. Уважаемые друзья, действительно прошло определенное, можно сказать, уже историческое время, когда мы начали первый фестиваль. 21 год прошел. За это время, конечно, многое изменилось. И, к сожалению, в том числе уклад жизни, проникновение цивилизации за это время. Отток нашего населения, особенности с ямщицких сел, центры, города, молодежь фактически не остается, потому что нет работы в наших поселениях. Старшее поколение за это время, наши зачинатели, многие ушли уже в мир иной. Некоторые в преклонном возрасте находятся. Поэтому, конечно, все это, чтобы двигать, сохранять, есть определенные проблемы. Конечно, если вспомнить первый фестиваль в селе Идяй 31 марта 2001 года, который был проведен по инициативе Управления культуры при моей активной поддержке, организаторами фестиваля были, руководство и общественность села Идяи, Галина Степановна и Александр Александрович, наши активные организаторы того фестиваля, находятся здесь. И действительно, если посмотришь фотографии, некоторые, съемки того времени, они уже как-то отличаются от последних фестивалей. В то время, конечно, больше было настоящих мастеров. И песни, и танцев, и так далее. Поэтому, конечно, мы за последние годы многое теряем, можно сказать.
Но несмотря на это, мы проводим фестивали в каких-то наших наслегах, где за это время чувствовалась поддержка глав наслегов, или же есть фанаты, энтузиасты вот этого всего, то там, конечно, дело обстоит получше. В некоторых поселениях где-то растеряли, но в то же время в некоторых поселениях за это время появились новые коллективы, но получили вдохновение. Ну, например, если в первых фестивалях было меньше коллективов, ну, Вечерка, Реченька, наши коллективы, которые еще с середины 70-х годов начали, Сударушки, Булгуньяхта, Вестях, которые в конце 90-х, то есть 80-х, в начале 90-х были образованы, Ямшитский перезвон 1999-2000 год. Ну, потом появились вот еще Ленские зори, Титарах, Висите, там, значит, у нас тоже Рябинушка, и сегодня тоже новый коллектив. Вот, глава здесь, значит, присутствует Михаил Федотович, один из опытных глав. Поэтому Висите вот единственное наше село, где мы не провели фестиваль. Конечно, в транспортном отношении, во-первых, очень сложно добираться и так далее. Поэтому я думаю, я сегодня даже немного удивился, что Исить, значит, более 10 человек привез, но посмотрим. В жюри тоже до недавнего времени, к сожалению, в моем родном селе тоже не было коллектива. И вот 2 года назад пришел главой Николай, значит, у нас Осипов, значит, Николай Петрович. И, конечно, тоже сразу сдвинул с места. Есть коллектив сейчас, но, конечно, наши прежние лидеры, гармонисты отмахнулись от всего. Геннадий и Сергей Петровы и не принимают участие, значит, последние годы. Это тоже очень плохо. Это, конечно, одни из самых главных ведущих гармонистов. Но село Идяй, конечно, это наши постоянники, очень сильный коллектив. Ну и, конечно, благодаря энтузиазму семьи Филиппова Александра Александровича, Макаровой Галины Степановны, действительно там очень такой солидный, самобытный духовный центр, что дает плоды не только в развитии культуры, но и в развитии всего наследия, строительство новых объектов, значит, фермерские хозяйства новые, перерабатывающий цех и так далее. Это все, значит, дается благодаря, значит, вот, глубокому вниманию, значит, духовности, благодаря вот очень глубокой работе Галины Степановны. С малых лет, значит, наши дети проходят постоянное, значит, обучение, воспитание в этой уникальной музее-библиотеке «Истоки». И у нас единственный музей гармонии там, в республике, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, другим селам надо вот брать пример, ездить по обмену опытом. Конечно, в наше время это непросто, потому что время упущено, время растеряно. Галина Степановна с Александром Александровичем с 80-х годов это начали. Очень огромный опыт накоплен. Но Синск тоже, конечно, тут один из наших центров. Это раньше совхозный центр, образовательный центр, культурный, духовный центр наших южных наследов. Поэтому, конечно, мы вот 20-й юбилейный фестиваль тоже недаром проводим в Синске, потому что здесь тоже
значит, более глубокая песенная, духовная культура Реченко, который с середины 70-х годов. Мы на днях отмечали 80-летний юбилей Галины Николаевны Киселевой. Здесь Галина Николаевна? Но она здесь так-то, но здесь в зале я не вижу. Вот они с супругом с Русского Устья был Валерий Иннокентьевич, учитель пения. Он в журу ездил на пению, преподавал еще в 72-73 годах. Как баянист, как музыкант. Вот супруги Киселевы тут впервые коллектив такой создали. Даже раньше, чем Вечерка, но народного они получили на 10 лет позже. Но тут и вернулась сейчас Лидия Андреевна, возглавила коллектив. Тоже человек, который профессионально много лет занимается этим вопросом. Тут и Ямшитское подворье Федоровых, значит, дом, музей Кузьмина. Поэтому сейчас нет отбоя от туристов не только нашей республики, но и всей страны, даже из-за рубежа. Значит, чтобы посмотреть нашу уникальную культуру, значит, на основе Реченки, но и Ямшитское подворье со всеми старинными атрибутами. Титары тоже очень хорошая изба ямшитская, значит, организована. Но там с уходом Индеевой, конечно, сейчас ансамбль переживает нелегкие времена, но сегодня они прибыли, значит, 11 человек, несмотря на сложности. Ну, Тумул у нас, хотя там якутское село, но село Патымай к ним относится. Позапрошлом году мы открыли прекрасную часовню, сейчас там сквер матери, вот энтузиаст Зинаида Егоровна Шаврина этот вопрос тоже двигает очень активно, можно сказать. Поэтому Тумул тоже участвует на наших фестивалях, и сегодня прибыли. Это очень здорово, хотя они больше пропагандируют, конечно, якутскую песенную культуру. Но у нас, значит, тут Иланка, Тоена-Ры, следующий мы день Иланки каждый год проводили. Значит, и последние годы пандемия помешала, там тоже второй фестиваль, практически «Играй гармонь» в летний период бывает. Булгуньяхта, вот, конечно, ансамбль «Сударушка» тоже сдало последнее время состав, стареет. Многолетний руководитель, значит, Мухаммедшина Альбина Гаврилевна уехала за пределы республики, потомок Ямшиков, тоже прямой Булгуньяхтатской титаринской станции. Ну и там новый ансамбль, хорошо, что с прошлого года организован, «Оперёк», тоже потомки Ямшиков, и сегодня они впервые тоже будут выступать здесь. Это тоже отрадно, хорошо. Значит, село Пестях, но один из тоже старинных коллективов, тоже стареет коллектив, но и молодое пополнение есть за последние годы средних лет, поэтому они тоже очень хорошо везде участвуют, выступают. Гармонист, значит, Наумов, тоже уникальный человек, конечно, за 70 лет он, хотя, несмотря на сложности на здоровье, он продолжает играть, выступать. Но Тоена-Ры, Булгуньяхта, Варфоломеев, тоже энтузиаст до мозга костей, тоже скоро 70 лет, но он человек легкий на подъем, хоть куда ночью разбуди, он везде едет, значит. Несмотря на то, что до прошлого года 50 голов крупного рогатого скота держал. И все равно умудрялся ездить везде. Но нынче ликвидировал этот скот, поэтому он свободен, сейчас ждет от нас любые предложения, куда едем и так далее. Вот такие, благодаря таким энтузиастам, конечно, мы держимся. Но Покровский Ямшитский перезвон тоже за последние годы, конечно, город Покровск, у нас есть там
кому выступать, значит, в общем-то, подбор участников, если хорошо поработать, большой. Поэтому, конечно, Евшицкий перезвон, вот старый состав тоже многие уходят, к сожалению. Нынче 2 бабушки недавно ушли. Но там средний, младший состав. Поэтому руководитель тоже сейчас болеет, значит, довольно-таки долго. Поэтому есть тоже в этом отношении проблемы. Но в Моксоголовке, в рабочем поселке, выходцы с наших Евшиков создали коллектив «Бубенцы над Леной», который очень активно занимается, значит, в онлайн-режиме, много раз занимает призовые места в различных российских конкурсах. Это тоже любо-дорого смотреть. Но Техтюр и Улахан, там тоже коллективы есть. Но, конечно, там в основном тоже якутская культура. Но, несмотря на это, мы там провели уже фестивали, значит, принимают участие. Поэтому, конечно, вот наши традиции сложнее стало, как передать новому поколению. Значит, сегодня Елизавета Анатольевна в своем выступлении сказала, конечно, значит, усилить надо работу с детьми, с детсадовского возраста, со школьного возраста. У нас проблема с гармонистами, хотя сегодня село Игяй покажет нам сюрприз в отношении гармонистов. Такого тоже не бывало никогда, благодаря активной работе нашего Александра Александровича. Это тоже сегодня мы увидели, конечно. Частушечников массировых становится совсем единицы. Зинаида Добрянцева, да, Владимир Филиппов, наши частушечницы, частушечник. Федерального уровня, конечно, в России тоже мало таких частушечников. Ну, а, конечно, этот жанр тоже все сложнее. Игра на балалайке тоже фактически пропадает. Поэтому, конечно, управление культурой, образованием, значит, Феокла Романовна довольно-таки новый руководитель. У нас где Феокла? Здесь она. Да. Поэтому мы очень активно работаем. Надежда Дмитриевна Скрябина много лет. Она сама выросла среди ямщиков Титаринской станции, поэтому, в общем-то, команда под руководством Скрябиной очень большую работу проводила. Сахая Владимировна, хотя коротко поработала, с ней тоже хорошо контактировали. Сейчас Феокла Романовна будем работать. Тут совместно с приходом Елизаветы Анатольевны, но мы тут Голокова Владислава Алексеевича надеялись, но он 2 года поработал, по многим обстоятельствам обратно в Якутск вернулся. Но Елизавета Анатольевна тоже выходит с наших южных насыпов, Джекенда, Харьялах и так далее, с детства. Она, значит, жила среди ямщиков, поэтому, конечно, сейчас даже заместителем главы у нее власти много, поэтому, значит, вот объединяя образование, культуру, значит, и молодежь, подрастающее наше поколение, и игру на гармонии, и детские ансамбли наши, потому что это не только культура и духовность, это прежде всего туризм событийный. Вот Хагалас туризм, Ямской тракт, вот такая программа должна быть внедрена в жизнь. Все-таки наши вот центральные районы. Несколько лет назад делегация из Чурапчи побывала в Еланке. И они удивились, интеллигенции чурапчинского. Да мы не думали, что в Якутии, значит, вот такая старинная русская культура. Они говорят, как будто мы оказались где-то в центральном регионе, в Золотом кольце, и то лучше у вас, значит, тогда как раз десяток гармонистов там играло в Еланке и так далее. Они были удивлены, значит, что в Якутии у нас такое, почему не пропагандируют, и с удовольствием в якутских районах и туристы бы посетили бы и так далее. Поэтому, конечно, вот наши часовни, церкви, которые мы поставили, верстовые столбы, ямшитские дворы, подворья в каждом населенном пункте должно быть.
Значит, поэтому, конечно, все это надо развивать. И в целом, значит, Хангаласский улус единственный район с такой уникальной самобытной культурой. Поэтому благодаря вот всему этому, значит, это хорошее, значит, перспективное развитие туризма в целом по улусу. Ну и на местах, конечно, наши люди должны зарабатывать хотя бы по сезонам и так далее. Ленские столбы сейчас развиваются, значит, карты в руки. Но я очень много, конечно, говорю, могу до вечера рассказывать, поэтому давайте я передам, значит, микрофон нашим коллегам, что все это надо дальше развивать, не упускать, как бы не было бы сложно с составами и так далее. Значит, но у нас в национальном отношении и сахаляры, и народ Саха, и ямшики давно уже все перемешались. Поэтому, конечно, я думаю, это будет несложно, если мы начнем с детсадовской, со школьной скамьи активизировать всю эту работу. Спасибо. Духовного развития Хангаласского района Федоре Романовне Варламовой. Добрый день еще раз, уважаемые участники 20-го юбилейного фестиваля «Играй гармонь, живи частушка». Мы сегодня говорим о проблемах, как в дальнейшем мы будем работать, как будем сохранять уникальную культуру ямщиков. Сегодня управлением культуры разрабатывается новый проект культурного туризма. И как вот уже сказал Анатолий Анатольевич, наша уникальная культура нашего района, Хангаласского района, она имеет две большие культуры, да, это якутская и русская. И мы сегодня на данный момент разрабатываем маршруты. Это литературные, кулинарные маршруты, исторические маршруты. И вот ямщицкий маршрут должен стать одним из важных и ключевых маршрутов данной программы. Сегодня вот стоит проблема подрастающего поколения, как вот выше сказали, уникальные носители ямщицкой культуры стареют, уходят. И как передать вот нашу культуру нашим детям, подрастающим поколениям. Здесь должна быть, на мой взгляд, отдельная программа при образовании. Да? Так, наши школы, детские школы искусств перешли с этого года, с начала этого года в культуру. Последние 7 лет они были при образовании. И когда вот мы работали с Владиславом Алексеевичем Холоковым, продумывали разные вот пути и выходы, да, как привить детям, нашим детям. У нас детская школа искусств имеет 6 сетевых единиц. Это Покровск, Актемцы, Огнехтат, Качкар. Но в других муниципальных образованиях нашего района, 13 муниципальных образованиях нашего района, детских школ не существует, школы общеобразовательные. И на этот счет стоит вопрос системной работы наших культурно-услуговых учреждений, работы наших клубов, самодеятельного творчества, коллективов. И они должны особое внимание уделить вот этой программе. Сегодня в году культурного наследия народов Российской Федерации мы буквально вчера открыли в нашем районе год культурного наследия народов Российской Федерации. В этом году также год исторической памяти в Хангаласском районе. Ведется системная работа по увековечению и сохранению наших предков, исторических личностей. Так, в начале этого года вышла
огромная книга, огромный труд. Это вошли в этой книге 3 исторических личности, и один из таких личностей родом из Синска – это Илья Максимович Шадрин. Большая книга, и сможете вот эту книгу одолжить у библиотеки и как бы почитать. Сегодня при управлении культуры и духовного развития нашего района ведется системная работа по сохранению фондовой работы над фондом. Предусмотрены 2 штатные единицы по 0,5 по созданию уникальной культуры нашего района. Если бы не помешала вот эта пандемия, да, мы планировали выезд в Ярославскую область, где выходцы в основном наших химчистых станций из Ярославской, Костромской, Ивановской областях. И, к сожалению, пандемия помешала, поэтому мы пока не выехали в Ярославскую губернию. Да? Потом планируем сейчас на данном этапе выезд в Республику Бурятия, Тарбагатайский район, наверное, все знаете, да, это тоже такая уникальная культура русских, приезжих русских в Республику Бурятия, и они уже вот несколько столетий живут отдельно, ассимилировались с коренными народами, да, и мы планируем вот в начале апреля выезд в Республику Бурятия с обменом культуры, да. Это Тарбагатайский район, там они называются семейские. И вот призываю глав наследников активно поддержать своих работников домов культуры, предусмотреть средства на выезд. Там, в основном, как я сказала, вот ямщицкая культура, поэтому мы планируем Синска, Сиедяйского наследия, Журы, возможно, да, и тех, кто желает к нам присоединиться, войти в группу и поехать с обменом культурой, с обменом мнениями, посмотреть, как там живут семейские. И наша вот культура, ямщицкая культура не близка, потому что мои родители, предки, выходцы из станции, Еланской станции, да, и вот с младших лет моя бабушка вот дружила с ямщиками, знала вот их фольклор, песни, частушки, и она на якутский манер переводила русские частушки. И с бабушкиных слов моя мама записала уникальную частушки, да, вот тех лет. Этих бабушек уже давно нету, они уже в мир иной ушли. И хотелось бы, чтобы в Глуханане, да, вот с Еланской станции все выехали в Вестях, Покровск, Сугуглов, некоторые живут в Унихтате, и в Глуханане вот несколько, мало вот потомков государевых ямщиков. Сегодня одна из них присутствует в городе Покровска, это Оксана Григорьевна Терешко, тоже выходец из Еланской станции. И в республике, да, в году матери, в этом году также у нас по всей республике идет год матери, да. И вот если почитать, мы собрали всю базу данных по матерям нашего района, начиная с 1944 заканчивая 1991 годом, когда распалась СССР, все многодетные матери, начиная от 5 детей и более, вошли в эту книгу, базу данных о матерях
нашего района. Книга называется «Материнская слава Хангаласского улуса». Она посвящена году матери и столетию Саха-Якутской автономно-социалистической республики. Тут вошли очень огромная трудоемкая работа получилась, но наши библиотекари и коллеги очень хорошо проработали, за что им огромная благодарность. С лохананского наследия вошли 93 матери. Это в основном с Яванки очень много вошли, и благодарю свою коллегу, с Едяйского наследия вошли, все наследия вошли в эту книгу. И еще что хотелось рассказать. Сегодня участвует 166 участников, 20 ансамблей с Якутска, с Покровска, поселка Соловьев, Листя, Богуняхта, Титары, Синск, Едяй, Тутул-Джура, Титары, Тумул, Исеть, Алёминский район, село Малывкан, Медино-Хангаласский район, поселок Павловск, да? Из города Якутска. Думаю, что вот это наш фестиваль будет и проходить впредь. Мы дальше продумаем при управлении культуры программу развития вот этой уникальной ямшийской культуры. И как я на открытии сказала, сайт и уникальный музей работает у нас в 4-м Ажигарском наследии. И благодаря таким энтузиастам, как Галина Степановна Макарова, мы сегодняшние обыватели смотрим, видим и читаем историю. Можно почитать на сайте Едяйской модельной библиотеки, посмотреть, когда есть дорога, до апреля месяца можно посмотреть по туризму уникальный музей Галины Степановны, там собраны очень много гармошек. База данных этой библиотеки очень богатая. Но в сегодняшнем реалии, когда мы находимся в рамках нормативов, к сожалению, сколько лет Галина Степановна просит штатную единицу для музея, но в сегодняшнем реалии, к сожалению, когда количество населения, по количеству населения дают штатную единицу, невозможно предусмотреть штат для такого уникального музея. Такой же уникальный музей и база данных была при Свинской модельной библиотеке, но, к сожалению, года 4 назад, по-моему, она была утрачена. И как выше сказал Анатолий Анатольевич, музей существует при селе Титары. И когда работал главой нашего района Анатолий Анатольевич, в начале 2000-х в Яланской станции была образована такой музей под открытым небом Ямшитское подворье. Но, к сожалению, в последние годы работа этого подворья не велась. Работники, администрация как-то сквозь некоторые утвари утрачены, по-моему, слышу. И в конце прошлого года подписано соглашение между индивидуальным предпринимателем Ариносовым, выходцем тоже из села Иланка, и между муниципальным районом Хангаласский улус о том, чтобы туристические эти летние месяцы это подворье передано Ариносову. И как будет работать, мы тоже согласованно должны работать с этим индивидуальным предпринимателем. Должны возродить это ямшитское подворье. Сейчас по культурному туризму будем отрабатывать конкретно и ставить работников культурно-досуговых учреждений, библиотекарей, музеев, чтобы работала эта программа. Потому что наш район, близкий район от центра нашей республики, города Якутска, и весь
большой объем туристов, приезжает в наш район. Так, по информации природного парка Ленские столбы, в прошлом году посетили вот этот Ленские столбы 200 тысяч посещений было. Несмотря на пожары, несмотря на пандемию, посетили очень много приезжих туристов и внутренний туризм в связи с последними событиями. Мы думаем, что будет развиваться. Так, долго говорить не буду. И в этот прекрасный день, праздничный, юбилейный день, я хочу подарить эту книгу «Материнская слава Хангаласского улуса». Здесь вошла мать-героиня, мать Анатолия Анатольевича Добрянцева, нашему глубоко уважаемому земляку Антонину Семеновну Добрянцеву. Пожалуйста. Презентация этой книги планируется в рамках проведения мероприятий к столетию ЯССР 27 апреля в городе Покровске, когда уже дороги не будет, поэтому я своим коллегам Галине Степановне, Октябрине Егоровне дарю эту книгу. Пожалуйста, Галина Степановна. Октябрина Егоровна. Нету, да, Юлия Васильевна? Юлии Васильевны нету. И Ирине Егоровне Стрекаловской, пожалуйста. Там матери, все матери нашего района, многодетные матери. Но еще предложение такое было, чтобы продолжить вот эту книгу. Но тут есть нюансы такие вышли, что сейчас, если с 91 по нынешний год взять, да, вот этот 30-летний год, то выходят нюансы такие, как на государственном, по юрисдикции сейчас многодетными считается от 3 и выше. Если продолжить эту книгу, очень много людей пойдет. Поэтому сравнивать, матерей, которые родили и воспитали 5 детей, и сегодняшних, 3, если посчитать вот этот второй том, то получается тоже матери, которые родили 3 детей, тоже войдут. Поэтому как-то вот такой нюанс есть. Поэтому вот продолжение этой книги будет, не будет, неизвестно, но думаю, что по юрисдикции они считаются многодетными матерями. И я думаю, что как-то матерей, которые родили 3 детей, продолжить эту книгу в нынешних реалиях нецелесообразно. Еще раз благодарю своих коллег, библиотекарей за оказанную базу данных по материалам. Спасибо. Большое спасибо, Федора Романовна. У нас 2 больших выступления сделали Антон Анатольевич и Федора Романовна. Для остальных буквально остается по 3 минуты. Так, Дом дружбы народов имени Алексея Алексеевича Кулаковского уже почти 10 лет является соорганизатором фестиваля «Играй, гармонь, живи, частушка». Он входит в госзадание, которое мы делаем в течение года в Доме дружбы народов. И в оформлении мы большую помощь оказываем. И в жюри наши специалисты работают нашего фестиваля. И сегодня с нами Розалия Ефимовна Колосова. Несколько слов, пожалуйста, заместитель генерального директора Дома дружбы народов. Добрый день, дорогие участники. Сегодня у нас дискуссионная площадка о перспективах развития фестиваля. Конечно, 20 лет он ежегодно проходил, этот фестиваль. Конечно, у такого фестиваля, тем более в рамках все равно одной культуры, ямщицкой культуры, одного народа, будут происходить какие-то, конечно, проблемы. Я думала об этом, когда Ирина Егоровна говорила, что надо думать о перспективах развития. Думаю, что в принципе всегда есть перспективы. Форматы можно поменять, делать тематические фестивали, посвятить
только частушки или только гармонистам, да, там, только там какой-то песни или там выходцам там из, ну, не знаю, там Филипповым, там еще кому-то, да, там, кто были там активными, да, ну, вот рассказывали, сколько, какие семьи были. Ну, то есть в этом плане, почему? Потому что понятно, конечно, что с каждым разом новые коллективы не будут создаваться, да, там, и с репертуаром, я так понимаю, тоже постоянно как бы не обновляется, это очень тяжело, но в тематическом таком-то аспекте, наверное, расширить, чтобы была история, можно сделать также детский, молодежный, ну, чтобы каким-то образом привлекать именно подрастающее и молодое поколение к интересам. И, конечно, наверное, скорее всего, конечно, надо предусматривать какие-то средства, чтобы привозить сюда все-таки из каких-то других там областей, да, там, из других регионов, где не обязательно там, конечно, вот ямщицкой культуры, да, именно русские, фольклорные, да, вот каким образом вот они, да, ну, те зацепейские, да, или вот, настоящий вот русский фольклор, каким образом они развиваются, каким образом они сохраняют. Ну, вот, мое мнение такое. А так, конечно, всем большое спасибо. Я очень тоже вот постоянно, систематически слежу. Все коллективы знаю. На самом деле, я вот с Надеждой Дмитриевной Стрелиной училась вместе, да, там мы однокурсницы, и уже тогда мы тоже вот разговаривали о том, что вот по реке Лена, да, там все вот каким-то образом бы сохранить вот эту ямщицкую культуру, да, чтобы такое можно было бы сделать, ну еще это в 80-х годах. Ну вот то, что сейчас вот оно существует, вот это вот такой фестиваль, конечно, это ваша большая заслуга, и надеюсь, что вы каким-то образом, конечно, каждый будет задумываться, каким образом его развивать и каким образом привлечь подрастающее поколение вот, к русской культуре. Спасибо. Спасибо. Так, у нас Макарова Галина Степановна, пожалуйста, библиотека «Истоки». Добрый день, дорогие наши участники фестиваля «Играй гармонь, живи частушка». В этом году мы отмечаем 20-летний юбилей этого фестиваля. Конечно, оно берет начало именно с нашего села, когда наш первый руководитель, организатор народного коллектива «Вечерка» Антонина Ильична Колымкина и я вот в один день мы решили провести в нашем селе такой фестиваль «Играй гармонь, живи частушка». Мы знали, что в России проводят такой фестиваль, почему бы не провести именно в нашем селе. Конечно, здесь проведение данного фестиваля, конечно, было сделано очень многое, подготовительная работа, и была помощь со стороны ЮРУСа, и тогда был главой нашего наследия Роман Филиппов. И в течение 2 дней мы праздновали и показывали свою уникальную культуру. И в то время, это был 2001 год, уже в 2000 году при библиотеке я организовала музей краеведческий, который изучает историю, культуру нашего наследия, и в то же время приоритетным направлением, конечно, является изучение истории турецких ямщиков, государев ямщиков. В 2001 году наша библиотека получила грант первого президента Михаила Юрьевича Николаева. После этого, конечно, наша библиотека-музей, получив такой статус, это были в республике мы первые ласточки. После чего мы стали, конечно, развиваться, и по всей республике стали появляться библиотеки и музеи. И, конечно, я как потомок государя ямщиков из Потомайской станции, вот Макарова, которые были из Московской губернии, Троянского рода, высланные люди за непослушание. Конечно, очень хотелось бы, чтобы наша культура, наша история осталась в века и начала собирать еще с 80-х годов все эти материалы,
И у нас есть очень хорошая база данных, полностью текстовая. Мы при этом, наша библиотека-музей имеет свой сайт. Мы включены в виртуальную программу, проект «Виртуальная Якутия», «Виртуальный музей». Значит, наш музей могут смотреть во всем мире. И поэтому мы доставляем всю свою информацию всем, кто пожелает. Были такие моменты, когда даже написали по электронной почте письмо с Аляски. Приезжают у нас, посещают музей очень многие туристы, были иностранцы, даже в одно время приехала японская, у нас журналистка приехала до Синска, узнала, что у меня есть музей. И этот журналист, оказывается, она изучала всю историю, культуру всех народов, заселяющих нашу Якутию. И когда ей сказали, есть еще такой, как народ, сословие, ямщики, и вот приехал сюда, и они насинские, наши друзья, наши земляки отправили Видяев. И, конечно, в то же время у меня была уже определенная такая база, я уже все ей, всю, как говорится, начиная с культуры, истории, все материалы предоставила ей. Она вот прямо бережно взяла все это и сказала, она выпускается, кажется, журнал, и сказала, что выйдет такой очень хороший журнал. И почему я так говорила вот, насчет этого журнала и так далее? При нашей библиотеке у нас уже в 2004 году проводится совместно со школой, с образованием научно-практическая конференция, которая называется «Ямщикские чтения». Кроме этого, я уже в 2017 года, через 2 года провожу республиканскую иллюстрационную такую заочную конференцию, которая называется «История тракта глазами детей». И что удивительно, кажется, вот я думала, что будут только участвовать у нас Ленский, Алёпинский и так далее. И когда стали поступать заявки, оказалось, что прямо Аллайховского, Среднеколымского, 89 у нас участников было, и это было из 24 улусов нашей республики. И вот исходя из этого, мы все-таки хотели сохранить вот эти доклады, да. Там есть очень уникальные доклады, которые вы нигде, ни в какой литературе, ни в каких книгах можете не найти. И поэтому я сделала электронную версию именно по этим докладам, и книга, которая называется тоже «История тракта глазами детей». Мы как Роман уже переговорили, что в этом году с годом исторической памяти, столетия нашей республики, эта книга выйдет. Ну, я не буду, конечно, перечислять то, что мы делаем. Как нигде, наверное, у нас в селе едят, празднуют юбилей почтовой станции. Оно превращается в какой-то фестиваль «Играй-Домой». То же самое у нас происходит. И последний этот был праздник у нас, как 150-летие Ардаванской почтовой станции в 2019 году. Ну, Ардаван, многие не знают, что за село, но она знаменитая тем, она вообще как промежуточная станция, образована вообще поздно-поздно, 1869 году. Но эту станцию посетил русский писатель Владимир Галактионович Короленко. Впоследствии написал прекрасный рассказ, который называется «Ардаван». Он почему-то не «Даван» сказал, «Ардаван». И прототипом главного героя Куликова является именно писарь той станции Иван Прокофьевич Сыроватский, полицейник, который прибыл с Петербурга и остался, женился, взял жену русскую девушку из Сибирсура, родили 21 ребенка. И прапрадед, это Иван Прокофьевич Сыроватский, вот прапрадедом является вот нашему главе нашего наследия Дмитрия Петровича Ладышева. Вот, он оттуда получается. И, конечно, вот работает именно наша, вот, изучая, сохраняя, возрождая нашу уникальную культуру, историю. Я всегда переживаю за то, все ли это сохранится, все ли... Конечно, событие такое мероприятие как надо, потому что надо всех нас собрать, фестивали и так далее. А дальше уже должна идти системная, плановая работа. Иначе все это потихоньку будет понижаться, и мы придем, как говорится, к нулю. Такого не должно быть. Для этого, конечно, я хочу сегодня все-таки остановиться, как мы сегодня сказали, на перспективах и проблемах. Проблема в том, что вот очень много лет, я знаю, я сама вот сколько материалов давала нашему ВУЗ, управлению культуры МНЦ, чтобы все материалы пойти. Фонд сохранения
фонда по изучению истории культуры. И даже, чтобы сохранить, например, самобытный такой свадебный обряд полезных ямщиков, мы Антонина лично создали такое, как свадьба, со всеми этими залпами выстрелила в небо, как встречать молодых, хлеб с солью, с лошадьми и так далее. И я это все передала в этот наш фонд. Надеюсь, он еще есть. Вот. Хочется, чтобы этот фонд сохранил всю эту нашу уникальную культуру, наш фольклор полезных государственных ямщиков. Дальше вот мы говорим, то есть очень хорошо рассказал, что сейчас в каждом наследии есть фольклорные, ямщицкие такие ансамбли, коллективы, да? Ну, правильно вы отметили, Антон Ильич, они стареют. Вот те, которые первые, которые стареют. Но нет обновления. Это надо прямым текстом говорить. Нет у нас молодежных, нет детских таких хороших ансамблей, таких чисто таких ямщицких. Нет его. А почему нет, напрашивается вопрос. Почему мы не можем организовать первые вот эти коллективы, которые именно они бережно вот берегут, несут эту культуру, носители. Вот они бы и передали вот эту культуру, фольклор, песни, танцы наших предков, нашей молодежи. Мы не вечны, поэтому наши молодежь, наши дети должны знать свою культуру. Вот это моя боль. И дальше вот гармонисты, да, правильно, вот в каждом селе есть гармонист, у нас есть один наш такой молодой, как говорится, школьник, чуть уже 9 класса, он с нашего класса, очень нам правильно, что есть у нас хоть один носитель будет, да, молодой. И в других селах, вот гармонисты должны взять каждый, хотя бы одному человеку, вот ребенка научить. Почему бы нет? Вот Владимир Николаевич научил Алешу, и все, Алеша сейчас играет у него самого театра. Вот так и дальше должно. И научить, конечно, если у кого желание есть, конечно, для этого желания. Конечно, еще вот хочется, чтобы многое сказать, но я хочу сказать, что у нас, я как работник библиотеки, тоже являюсь и музейным какой-то работником, по себе имею такой музей, да? Правильно, Петр Иванович, мы живем в таких стандартах. Это нельзя, вот это не положено, и вот так идет. Когда вот смотрим вот эти музеи моих земляков, дом-музей ямщика села Титаревич, кто был там? Вы видели, какой собранный богатый материал, нематериальной культуры наших полезных ямщиков. Какой музей вот эти ямщицкие подворья? Вот пока вот есть Ленские зори, коллектив, да, вот он существует. Вот это музей, дом-музей. Ямщицкие подворья, это по нашей вине. Это никого винить здесь не надо. Мы сами виноваты, что мы ее не сохранили. Что получилось? Сан Саныч уехал, и получилось, что Картеша позволил нам видеть Бабеж, приезжать кто-нибудь. Там никакого возрождения, никакого сохранения было. Все растеряно. Все. Вот сейчас надо эти музеи нам сохранить, надо любой ценой, потому что все будет утеряться. Вот так теперь каждым годом все потихоньку, все еще не останется. И когда я у меня, когда вышла информация газеты «Англас», что в Тумуле организуют, до этого был определенный такой уголок музыкальный, да, как музей. Сейчас Никита Гаврилович, по-моему, музей открывает. Я вообще искренне им рада. Молодцы, кто может. Вот. Я что-то много говорю, но я хочу еще одно сказать. Совсем вот недавно зимой я создала новый проект. Этот проект называется «Создание мультикультурного центра «Я» при Ильяйской сельской модельной библиотеке». Кто-то подумал, да, что за название «Я» мы взяли? «Я» — это мужское слово, это почтовое, это поселение. Это ямщики, вот между станциями останавливались, и вот поэтому отсюда пошло это слово ямщики, ямское слобода, вот. И поэтому я это так и назвала
Вот мультикультурный центр. Чем же он будет заниматься, этот центр, да? Но я сделала такое направление, что этот центр будет целенаправленно заниматься именно изучением, сохранением истории культуры, исторической культуры наследия предельских ямщиков. И целевая вот аудитория, конечно, это дети будут от 7 даже пока школы не закончат. И вот что же будем мы делать? Здесь должны быть определенные, конечно, есть свой план мероприятий. Здесь при центре будут работать краеведческие клубы и кружки. Будут эти специально, вот если кто посещает этот центр, они будут заниматься изучением, созданием фондов, собиранием поисково-исследовательской работой, проведением таких научно-практических конференций, созданием культурного банка данных. Кроме этого, все-таки я хочу, чтобы мы создали, мы же в современном мире живем, создать такое мобильное приложение, которое называлось «Государственный ямщиков». Это сейчас не так сложно. Хороший нужен информатик, человек, который новые технологии хорошо знает, ему можно сделать такое мобильное. Тогда любой человек, который заходит в интернет, вот приложение такое есть, и все там, история, культура, и песни, все там будет. И вот этот мой проект должен именно создать благоприятные условия для гармоничного развития личности ребенка. И вот путем того, что мы будем проводить экспедиции, поисково-исследовательскую работу, мастер-классы, фольклорные вечера, тематические вечера, пищи такие, эти, десанты и так далее, встречи с фольклорными коллективами. И вот в целом здесь, конечно, человек один никак не справится. Правильно? Потому что недавно есть такая пословица, один поле не воин. Поэтому этот готовый проект, он в основе уже практически в каком-то направлении мы уже работаем. Проводим научные конференции, проводим такие юбилейные мероприятия, проводим поисково-исследовательскую работу, встречи и так далее. Но мне хочется, чтобы этот центр стал такой не только идеальным, там подключились все на снега. И вот у нас есть очень хорошие летом организуются лагеря детские в школе. И у нас уже опыт есть, когда с Якутска приезжали, да, и в этих лагерях у нас вот дети посещали этот лагерь. Вот они могут приехать и приобщиться тоже к нашей культуре. Почему бы нет? И здесь я, конечно, большую помощь не только с управлением культуры, но и с управлением образования, чтобы они поддержали этот проект начал работать во благо развития и сохранения, возрождения нашей уникальной культуры и истории. Спасибо. Если есть вопросы, я могу сказать. Спасибо, Галина Степановна, конечно, все хотят высказаться. И сегодня у нас в гостях председатель якутского филиала Всероссийского хорового общества, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, Республики Саха-Якутия Павлова Борисова Татьяна Владимировна. Что вы нам можете сказать? Здравствуйте. Мне очень приятно быть сегодня у вас в гостях. У меня очень давний интерес к вашей культуре, потому что я специалист по музыке, я профессиональный музыковед. Вторая моя специальность — я культуролог, и в настоящее время работаю доцентом кафедры культурологии Северо-Восточного федерального университета. Первым делом, о чем я подумала, услышав очень такое сильное выступление докладчика, который сейчас был, да, и ваше имя, еще не выучила я совершенно согласна о том, что надо создавать какую-то такую проектную группу, и мне всегда в Якутске не хватало информации про вас, да? Мы с Иваном работаем давно, я выводила на роли музыкальной гостиной, сама как музыкальный журналист, публицист, пыталась каким-то образом рассказать об этом на уровне республики. И сейчас я это предложение не оставляю, предлагаю все равно
об этом поговорить на уровне республики. И очень хорошо, что в этом году ваш фестиваль стал республиканским. На самом деле вы очень интересны и на уровне республики, и в Якутске. Мне почему-то кажется, что вот вы в этом купаетесь, в этом живете, вы думаете, что как бы это общеизвестно. Нет. Сейчас так много информации, что вы должны постоянно просто как отче наш повторять, говорить на всех уровнях, потому что сейчас пробить информационную вот эту массу информации, которая сейчас есть, очень сложно. И надо постоянно вот этот огонек, вот этот вот костер, который вы согреваете своим энтузиазмом, своей душой, своей любовью к русской песне, надо его вот очень сильно как бы набивать мехи. Тем более в этом году год культурного наследия, и надо выходить на хороший республиканский российский уровень. И я предлагаю помощь, чем помогу. В этом году, в частности, Всероссийское хоровое общество объявило конкурс среди народных хоров, которые поют в фольклорной и народной манере пения. И я сразу же обратилась к коллективам славянским, и мне почему-то кажется, да, что у нас в республике не просто какое-то невнимание к славянской культуре, а просто мы мало об этом говорим. Как бы это все как бы тонет, а у нас же не просто русская культура, а именно здесь якутская русская культура, то есть русская культура Якутии. Для региональной культуры это очень яркая, важная краска. И те напевы, которые сыграет наш руководитель дивана, они вот очень допустили, замечательно совершенно. Это вот тоже не где-то наши региональные, местные напевы, которые бытуют только здесь. А это уже сложилось культура, это слепок. Вот я приведу пример, я была в Японии, они там про рассказ одного корейского художника сделали деревню туристическую под открытым небом. Это брендинг территории, о чем говорили Бедан Петрович, что нужно привозить сюда туристов, чтобы это было как раскрученная такая точка в музее, да, чтобы сюда приезжали, чтобы люди платили деньги за то, чтобы сварить кашу в чугунке, за то, чтобы, там, не знаю, пожарить какие-то там блины, вот чисто по-ленски, не знаю, по-сински, да, вот как-то нужно больше привязывать к местной специфике, давать людям удовольствие пожить в рамках традиционной культуры русской Якутии. И действительно, сейчас это проектная группа, может быть, там людей посадить на зарплаты, всем не займутся. И, конечно, наша молодежь. Если молодежь есть, если она красивая, если очень красивая, умная, молодая, яркая, будет в красивых костюмах ее пропагандировать, то за этим будет будущее. И вот коллектив, который имеет детский состав, нужно делать обязательно молодежный. И очень хорошо управление культурой надо понимать это все до такой, то есть как очень крепкое, мощное плечо поставлено. С точки зрения вывода на всероссийский уровень, Имские вокалисты стали лауреатами Олимпиадной премии. Помните, как я просила вас, давайте вы вашу запись пошлем. Давайте мы пошлем на российский уровень, на то, что это. Так и ставим прямщиков. Я вам сказала, вы будете иметь успех. У вас была очень хорошая программа, но как-то не получилось, да, в тот раз. В этом году я очень прошу сделать хорошую запись и принять участие на уровне региона республики, чтобы наше правление могло отправить ваши записи в Москву на федеральный уровень, на окружной. А кто знает, тувинцы постоянно вообще из Москвы не сходят. Они, их хоровые коллективы принимают участие. И для позиции славянского населения в России вот региональные культуры в национальных республиках это же уникальные. Потому что вы сохранили то, что нигде больше в России. Да, русские и здесь. Это замечательно. И вы вобрали в себя какой-то компонент вот, здешней культуры якутской. Но получилось что-то такое особенное, что нигде в мире больше нет. И этим надо очень гордиться и нести как знамя, и просто относиться к себе как к уникальному духу и которые уже каждый раз ставят То есть я сегодня озвучила вам мысль, что надо обязательно выходить на уровень республики, федерального центра, и если повезет, если получится, на Москву. Что я еще хотела сказать? Я хочу, чтобы ваши руководители подумали о том, какие таланты ребята у вас есть, и, возможно, направлять прямо в
обучение культурологов, пускай они занимаются обучением своих именно отсюда людей, которые могут это в виде магистерской диссертации исследовать, в виде бакалаврских дипломов. Потому что никто в Икономае, который не знает этого, он не проверит совет. Потому что те, которые выросли здесь, они выросли на этом, они это могут наверняка продвинуть, но им нужно учиться. Обязательно. И в этом смысле это называется инкультурацией. Потому что когда вы обучаете детей с измольства, они как-то рождают, когда понимают, что их окружает этот быт, и они этим живут, и дай Бог, чтобы это осталось с ними, чтобы они уже потом смогли передать это своим детям. Вот. И я совершенно согласна с Галиной Степановной Макаровой. Еще раз предлагаю свою помощь как музыковедочка и музыкального задержания, изучения, продвижения в научный оборот, потому что я знаю, что кроме Чайковой и Строговой русская тема в Якутии мало кто знает. И у вас должны быть свои специалисты, свои студенты, своя молодежь, которая будет к этому подходить с позиции команды. Спасибо. Спасибо большое. Так, у нас среди общинских коллективов 3 народных коллектива. И, пожалуйста, послушаем Лидию Андреевну. Какие перспективы развития народного самодеятельного коллектива Реченко? Я поздравляю всех присутствующих здесь с нашим 20-м юбилейным фестивалем и желаю всем продвижения. И каждый присутствующий здесь, конечно, делает большое дело, даже своим существованием и своим творчеством. Вы не даете кануть в лету нашей ямщицкой культуре. Сразу говорить много не буду, я бы хотела просто как предложение всем коллективам, у которых есть спутники детские, предложить, помимо того, что у нас для взрослых фестиваль «Играй, гармонь, живи, частушка», предложить на будущий год, давайте соберем здесь, в Синске, хотя бы южный куст, но соберем детишек. Те, кто поет частушки, кто поет народные песни, вот здесь, на этой сцене. Ведь мы очень рады, что у нас в Синске есть родничок. И в этом году нашему коллективу исполнится 45 лет Реченки. И за это время мы, конечно, взрастили не одних малышей, которые уже студенты, уже взрослые. Но я горда тем, что в течение всего этого времени коллектив «Родничок» у нас действует, работает. И сегодня вы увидите выступление, руководит этим коллективом Валентина Владимировна Устинова. Поэтому я вам просто вношу предложение на будущий год, давайте соберем детишек, организуем такой же фестиваль, но только для детей. Да, ну, конечно, сопровождающие приедут, все. И это будет, как говорится, новой ступенькой в сохранении и возрождении нашей культуры. Дело в том, что действительно мы сами понимаем, что старшее поколение со временем уходит, уже сил не хватает, поэтому давайте будем успевать передавать то самое лучшее, что у нас есть, это нашим детям. Поэтому спасибо за внимание. Спасибо. И, пожалуйста, еще Галина Петровна Скрябина, руководитель народного старорусского фольклорного коллектива «Вечерка». Добрый день, дорогие друзья, все участники такого замечательного фестиваля «Играй, гармонь, живи, частушка». Мы тут подготовили слайд, презентацию, и прошу внимания вас на экран. Старорусский самобытный народный фольклорный коллектив «Вечерка» основан, как мы все знаем, в 1982 году отличником культуры Республики Саха-Якутия Халыткиной Антониной Ильиничной. То есть существует он и творит вот уже 40-й год. Основной деятельностью ансамбля является развитие вокального искусства
искусства просветительная работа о возрождении и поддержке ямщицкой культуры и народного творчества. Приоритетным направлением в работе ансамбля можно считать сохранение и пропаганду вокального народного творчества, праздников, выставок, театрализованных концертных представлений, а также участие в областных, республиканских, международных, всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях. Коллектив находится в творческом поиске, разучивает новые произведения, участвует в различных концертах и культурно-массовых мероприятиях нашего села. Репертуар ансамбля обширен и разнообразен, от старинных народных ямщицких песен до песен советских и российских композиторов. Но главной среди них все-таки является русская народная песня. В целях пропаганды народного творчества среди населения проводятся мероприятия, посвященные Рождеству, Масленице, Пасхе, Троице, Крещению. Коллектив каждый раз радует зрителей замечательными гуляниями. Непременный участник этих праздничных событий – традиционные песни, колядки и святочные хороводы. После зимних праздников наступает пора подготовки и разучивания нового репертуара. Начало Нового года – старт новому творческому циклу вокального коллектива. Происходит активизация культурно-досуговой деятельности. С первого дня существования и по сегодняшний день Старорусский самобытный народный фольклорный коллектив творит, работает, живет в здании МКДУ ЦК «Вечерка», ставший ему поистине вторым домом. Очень организованно на одном дыхании мы провели юбилейные мероприятия ямщицких станций Ой-Мурат, Агдабанская, юбилейные мероприятия нашей вечерки, это было 35-летие. Народный коллектив «Вечерка» всегда был и остается центром притяжения всей окружающей его культурной жизни. Его главная составляющая – вокальное творчество. Чем разнообразнее палитра выступлений этого творческого коллектива, тем ярче и насыщеннее жизнь жителей нашего села. Родиной фестиваля, как мы все знаем, играй гармонь Живичестушка, является наше село. Идея родилась к концу 90-х годов, и в 2000 году по инициативе коллектива под руководством Антонины Ильиничны впервые проводится этот веселый праздник с утра до ночи, где пела и плясала вся деревня и все гости. Глядя на удалых танцоров и веселых частушечников, все присутствующие пришли к единому выводу. хангаланские ямщики лучше всех умели сохранить свою самобытную культуру. 300-летие для них не помеха. В новый век они вступили с теми песнями и плясками, что их предки. В 2001 году конкурс проводился как региональный фестиваль и был организован Российским центром народного творчества имени Заволокина в городе Якутске. И по сей день каждый год проводится по плану, да и как традиция. В прошлые года, где во всем мире гулял вот этот самый страшный коронавирус, наш коллектив по мере своих возможностей участвовал в различных конкурсах. Перед самой пандемией мы успели участвовать в устном смотре фестиваля «Салют Победы». Также съездили и участвовали в 9-м международном фольклорном фестивале «Северная радуга», где заняли имя лауреата 3-й степени и были приглашены председателем жюри, директором Харман Фолкс города Стамбул, Булят Узун в Турцию, еще на один международный фестиваль. Но, к сожалению, началась пандемия и карантин. Также участвовали в устном конкурсе хороводных танцев РГИС-2020, где нам был присужден лауреат 2-й степени. В ноябре месяце был открыт республиканский конкурс русской песни «Русь благодарная». Конкурс прошел дистанционно, где нам присудили лауреат 3-й степени.
в номинации «Русская народная песня». В декабре месяце вечерка участвовала в 11-м международном заочном конкурсе талантов для детей и взрослых к вершине творчества и заслужили диплом 3-й степени. Этот конкурс прошел в городе Тюмень. Фестиваль ямщицкой культуры еще раз показывает, что во всех ямщицких селах сохранились русские обрядовые хороводные песни, танцы, звенят гармошки, звучат частушки, самобытный ямщицкий фольклор не утерял еще свою уникальность. Мы еще раз убеждаемся, что сегодняшние носители ямщицкой культуры не забывают свои исторические корни, бережно хранят и передают потомкам духовную культуру государевых ямщиков. Каждая встреча с подлинным народным творчеством становится настоящим праздником. Поистине достойна внимания животворящая музыка гармошки и песни, которая то заплачет, то ли зальется звонким голосом. Недаром гармонь называют поэзией русских деревень. А по большому счету, если гармошка играет, значит Россия живет. И для того, чтобы русская песня под гармошку жила и пела, а чтобы народ под эти песни пел и плясал, нам нужны гармонисты. Наши гармонисты, как говорится, постарели, поуехали, время идет свое. Да и у нас вот это есть вот такая проблема. От всей души благодарим организаторов конкурса и за предоставленный музыкальный праздник. Такой праздник заряжает эмоциями и силами для дальнейших успешных занятий. Желаем вам и нам интересных идей и сил на их воплощение. Пусть всегда в ваших сердцах живет весна, мир, гармония, красота и надежда. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, Александр Юрьевич Павлов, председатель общественного движения Ассамблеи народов Республики Саха-Якутия, председатель русской общины Республики Саха-Якутия. Вот какое приветствие. Добрый день еще раз. Мне кажется, дискуссии не получилось. Да. Но мне кажется, для того, чтобы просто решить, как дальше развивать, потому что по большому счету вот эта культура, она сама по себе уникальна. Я вот помню, когда мы в 2020 году собирались, да, был республиканский оргкомитет. Насколько я понимаю, сейчас его не было. И вот поэтому я сижу и вижу, сколько здесь недоделанных вещей, да? На самом деле. У нас отсутствуют республиканские средства массовой информации. Ну, Барамыгин не в счет. У нас отсутствует телевидение. Мы не продумали, не сделали это. На самом деле, соцсети, которые сейчас популярны, они сейчас закрыты. Насколько вы сейчас об этом событии узнаете, я не могу предсказать. И поэтому здесь вообще провал. И тут я с вами согласен. Я готов принять участие, да. На самом деле нужно создать группу. Есть люди, которые поют. Есть люди, которые танцуют, да. Есть люди, которые несут. А есть, пусть это не продюсеры, есть организаторы, есть технари, которые должны быть у вас в этом фестивале, которые должны делать эти простые технические вещи. Технические вещи. Вам просто необходимо выходить, и я вас поддерживаю. Туда дальше. Я еще раз говорю, я готов помочь вам писать гранты. Давайте писать грант от Ассамблеи народов о проведении республиканского фестиваля и играть гармонию. И самое главное, чтобы там уже выходить на суммы 6-8 миллионов. И эти деньги дают. Просто у вас все это есть. Просто надо оформлять. Следующее, когда вы говорите о детях, и я опять поддерживаю, и готов опять помогать через ассоциацию подростков, которая у меня есть. Ну,
с вами эти детские фестивали, конкурсы. Вот русская община проводила конкурсы среди детей, но ни один из ваших поселков не участвовал. Информации не было. Как не было? Вся республика из другие страны присылали, а вы, никто ни один не участвовал, например, как пример, просто привожу. Это не в укор. Просто мне кажется, что вы некоторые вещи просто пропускаете. И самое главное, мне кажется, вам не надо вариться. Вы же классные, вы же шикарные. Вам же надо это вплескивать вот туда. И тем более сейчас у нас с вами в России сейчас одни позорные русские сказали, что им стыдно быть русскими, а остались соль земли, которые всегда гордились, что они русские. Так вот, сейчас на это надо сесть нам вместе с вами. Мы русские, мы гордимся, что мы русские. Давайте быть русскими. Если вы заметили, другие народы, которые сейчас с нами живут, они же говорят, мы русские буряты, мы русские якуты, мы русские тувинцы. Давайте. И давайте, вот я думаю, что нам надо просто собраться. И еще раз говорю, надо маленько разделить. Есть творческие люди, потому что, мне кажется, Анатолий Анатольевич уже один, ему надо кого-то под молодых еще дать. Он один идет. Поэтому я готов и удачи, но я думаю, что у вас все получится. Спасибо большое, Александр Григорьевич. Андрей Егоров, пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, участники сегодняшнего фестиваля. Я знакомлю вас с новым альбомом. Буквально вчера у нас вышел альбом, посвященный 20-летнему юбилею республиканского фестиваля «Играй гармонь, живи частушка». Составителями являюсь я и Галина Сидорова. Этот альбом вошли у нас поздравления наших организаторов, ознакомительные информации и фотографии, и раскрывающие деятельности фольклорных самобытных коллективов, потомков прилецких большевиков от Хангаласского улуса. Вот вошли поздравления Анатолия Анатольевича Добрянцева, Фёклы Романовны Варламовой, Надежды Скрябиной, Матрёны Гаврилиевой, Ирины Стрекаловской, Октябрины Ефремовой, Анастасии Павловой, Галины Скрябиной, Юды Осекритовой, Виктории Устиновой. И вошли вот самобытные фольклорные коллективы нашего Хангаласского улуса. Это Вечерка, село Идяй, Реченка, Синск, Ямшистский перезвон города Покровск, Сударушка Беся, Сударушка Булгунявда, Журинское раздолье Катужура и Бубенцы над Леной, поселка Максыголов, Ленские зори села Китары, Катыл Далбардара, село Думол, Джуга, село Техтюр, Веселушки, село Улаханан, Джурюви, село Улахан и вокально-танцевальный ансамбль ветеранов Киря, село Ой. А также вошли организаторы фестиваля «Играй гармонь», которые проводили, принимали участие в течение 20 лет. И вот такой вот альбом я хочу вручить на память Анатолию Анатольевичу Добрянцеву. А также на память музей Галине Степановне. Розалии Ефимовне. Я также
праздником еще. Успеха, здоровья. Вот насчет этого детских фестивалей у меня уже готовый проект лежит, называется «Прилецкие бубенчики». Ну, не знаю, как потом будет, но у меня уже готовый проект есть, чтобы развивать детский фольклор, детский фестиваль. Для начала общества, а в дальнейшем республиканский. Спасибо. Спасибо. Так, Анатолий Анатольевич, у вас еще что-то есть, да? Так, я хотел бы сейчас вручить наши награды. Но у нас Макарова Галина Степановна и Филиппов Александр Александрович давно являются обладателями нашей высшей награды, почетный потомок государевых ямщиков. Но первые годы мы вручали просто с плотной бумаги сердечко. Поэтому потом, значит, мы через лет 5, значит, такое свидетельство сделали с нагрудным знаком. Поэтому Галине Степановне Александру Александровичу никак удавалось вручить, поэтому, пользуясь случаем, разрешите вручить эти свидетельства почетного потомка государевых ямщиков. Ну и Александр Александрович сидел, не дождался, ушел. Поэтому завершаем мы работу, наверное, все-таки итоговым документом. Мы поработали больше часа, и по итогам работы дискуссионной площадки, обсудив поступившие предложения, приняли следующее решение. Создать фонд и сводный банк данных документального культурного наследия прилецких ямщиков Иркутско-Якутского почтового тракта и включить его в республиканскую ресурсную базу, выпуск изданий, медиа-видеодокументов. Создать литературно-фольклорные клубные формирования для детей и подростков по изучению культуры и истории прилецких ямщиков. Разработать маршруты и организовать пешие, автобусные и виртуальные экскурсии по бывшим станциям Иркутска-Якутского почтового тракта. 9-10 апреля мы проводим этноквест для учащихся школ Якутск, Табанга, Тертюр, Улан-Ан и Покровск. Создать банк виртуальных экскурсий, организовать кружки по обучению детей игре на гармонии в целях развития и возрождения народной музыкальной культуры прилецких ямщиков. Составить реестр музеев и домов музеев по сохранению культурного и исторического наследия государевых ямщиков и оказать методическую и практическую помощь. Организовать детские и молодежные коллективы при фольклорных, народных и самодеятельных коллективах. Создать мобильное приложение по следам государевых ямщиков. Провести устную и республиканскую научно-практические конференции «Ямщицкие чтения» и «История тракта глазами детей». Выпустить печатное издание «История тракта глазами детей» по собранным материалам участников научно-практических конференций. Создать мультикультурный центр ЯМ при Индяйской сельской модельной библиотеке музея истории для изучения возрождения исторического и культурного наследия прилецких ямщиков. Организовать творческие поездки по обмену опытом в другие регионы России. Принимаем? Ну, конечно, принимаем. Ну, у нас работа продолжается. Через несколько минут у нас начнется концертная программа 20-го республиканского фестиваля «Играй, гармонь, живи, частушка». Я уже вижу много гостей, жителей села, которые пришли посмотреть. Ну, в добрый путь в наш фестиваль. И мы надеемся, что это не будет последний 20-й, да? У нас еще очень-очень